помещения, школы, детского сада, больницы без масок не входить. Возможности выявления и лечения инфицированных коронавирусом в Ингушетии обсудили на заседании регионального оперативного штаба. Это торжество стало не только культурным событием, радостью для жителей республики, но и свидетельством важности вот этого исторического выбора нашего народа. В Совете Федерации подвели итоги празднования 250-летия единения Ингушетии с Россией. Осталось всего лишь выровнять и заасфальтировать дорогу, и уже после мост будет готов к открытию. Не забываем творить добро и себе, и людям. Берем в пример активность жителей Яндари. Они строят себе новый мост. Антарктида является самым сухим материком, даже суше, чем Сахара. В рамках проекта «Свидание с Россией» прошел первый международный онлайн-урок географии, посвященный 200-летию открытия Антарктиды. Самый сложный, я думаю, финальный бой. Всегда финальный бывает самый сложный, поэтому физически надо было работать с ним. Расскажем об успехах ингушских боксеров на всероссийском турнире по боксу класса А. Здравствуйте, это новости 24. И начнем со статистики. 15 971 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено за сутки в России. Таковы данные Оперштаба. Всего в стране число больных 1 463 306. Выздоровело 1 107 988 человек. В Ингушетии зафиксировано 59 человек с коронавирусом за сутки. Всего, по данным Оперштаба, подтвержденных диагнозов 6824. Выздоровели 5595. В тяжелом состоянии 30 пациентов, 10 из них на ИВЛ. В регионе функционирует 565 коек, из них 373 с кислородом, в том числе 72 реанимационные. Возможности выявления и лечения инфицированных в Ингушетии обсудили на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции под председательством Махмуда Али Калиматова. Для увеличения охвата населения тестированием лаборатории Ингушской республиканской клинической больницы перинатального центра с 5 октября переведены на круглосуточный режим работы, а с 16 октября из Сунжской центральной районной больницы. За последние 2 недели количество исследований увеличилось более чем в 2 раза. Министр здравоохранения Ингушетии Рукия Таршхоева подчеркнула, что увеличение охвата и, соответственно, выявляемости и результативности исследовательской деятельности сказалось на динамике, фиксируемой ежедневной статистикой. Также рост обусловлен началом учебного года и возвращением людей из отпусков. Но это, по ее словам, было прогнозируемо. Основной акцент как представителей регионального Минздрава, так и Роспотребнадзора делался на необходимости соблюдения мер профилактики. Заболеваемость после похорон резко увеличивается. Соответственно, там большие контакты. Эти люди приходят в семью. Начинается семейные, среди родственников контакты. То есть в основном 80% это не маленькая цифра. И 80. До 80%. А вообще, где скученность, там понятно, там будет инфекция. Это всегда так было. Любая вирусная инфекция, она идет там, где есть скученность населения. Поэтому вот мы говорим с ношением масок, мы говорим про перчатки. Но мы часто упускаем дистанцию. Соблюдение дистанции – это очень важно. То есть не будет дистанции, так как сам вирус, он тяжелый. Это не грипп. Он на больших расстояниях он не уходит. Он уходит на короткое расстояние. Поэтому всегда говорят соблюдение хотя бы 1,5-2 метра. И вот эту дистанцию, если расчертить, если мы будем рассадку делать, учитывая вот эту дистанцию, то мы, соответственно, можем снизить заболеваемость. Следующий шаг – это обеззараживатель воздуха. Ну, хотя бы проветривать. Через проветривание помещений. То, что мы пытаемся в больницах даже делать. Это должно быть обязательно. И следующим шагом, чисто профилактические мероприятия, это теплое питье. Это уже доказано медициной. Если каждые 1,5-2 часа делать по несколько глотков теплой воды, а если она будет с кислой средой, то есть даже лимонной, выжать лимон,
Это просто это вас защищает на несколько дней. По заявлению главы региона, власти не намерены в ближайшее время вводить массовые ограничения, пока рост контролируемый. Ситуация стабильна и нет опасений о возникновении перегруженности системы здравоохранения и учреждений, на которые ложится основная нагрузка по лечению заболевших COVID-19. Но населению настоятельно рекомендуется внимательно отнестись к правилам и рекомендациям врачей во избежание заражения. В дальнейшем решения будут приниматься, исходя из статистики и изменений эпидситуации в республике. Анализ, который делают и сами врачи, и руководители тех ведомств, все-таки огромную роль играет все-таки вот это осенне-зимний переход респираторных заболеваний, поэтому очень внимательно надо относиться к этому. За собой надо следить, особенно касается здравоохранения, школы, детских садов, спортивных соревнований. Просьба тоже обеспечить. Если что-то не хватает, у нас есть запасы для того, чтобы вам помочь в части первых вещей, там маски, там, перчатки, дезинфицирующие вещи. Главы запишите. И сельским поселениям скажите, каждый магазин большим шрифтом в магазин без маски не входить. Школы, больницы. Напишите тоже, каждый директор пусть вывесит большой плакат в помещение школы, детского сада, больницы. Без масок не входить. Мы должны срочно снизить эту грань, которая у нас тут поднялась. Нам надо ее убрать. Дистанцию-то можно соблюдать. И вот этой части нам надо очень серьезно подойти. Мы сегодня накатали систему, да, у нас врачи, они знают, как лечить. Давайте дифференцированно подходить. Мы теперь понимаем и знаем, где у нас болевые точки, да? Вот давайте работать в этом направлении. Вот эти предостерегающие меры я предлагаю и Роспотребнадзору, и министерству, может вместе, может быть раздельно, доведите до людей. По данным Оперштаба на 20 октября общее число заболевших составляет 6765 человек. Из них выздоровело 5536, смертельных случаев 91. Сегодня на лечении в подготовительных стационарах находится 353 больных. Из них 14 детей и 140 лиц старше 65 лет. Амина Бокова, Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Суров. Новости 24. В Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации состоялось очередное пленарное заседание, на котором было рассмотрено около 20 вопросов. В ходе встречи сенатор от Ингушетии Мухарбек Барахоев рассказал об итогах празднования 250-летия единения Ингушетии с Россией. Уважаемая Валентина Ивановна, 2020 год является годом больших юбилейных торжеств для нашего народа, для нашей республики. 250 лет назад наши предки сделали очень большой исторический выбор единения Ингушетии с Россией. Мы гордимся выбором наших предков и считаем, что мы достойны того завета, данного нашими предками. Хочу отметить, что в 1991 году ингушский народ опять вновь подтвердил верность нашей присяге, когда он единогласно высказал за сохранение нашего народа в составе Российской Федерации. Накануне в республике прошли мероприятия, посвященные этому юбилею. Это торжество стало не только культурным событием, радостью для жителей республики, но и свидетельством важности этого исторического выбора нашего народа. Большое спасибо вам за поздравления, за теплые и добрые слова в адрес ингушского народа. Если вы позволите, хотели бы продемонстрировать небольшой ролик, посвященный этому событию. Хорошо, давайте посмотрим. Это действительно очень значимое событие. Я согласна с Мухарбеком Айрбетовичем, и я поручила заместителю председателя Совета Федерации Ильясу Магомеду Саламовичу Умаханову от имени Совета Федерации принять участие, выступить, поздравить. Знаю, что торжества были очень такие знаковые. Еще раз и вас, сенаторов от Ингушетии, народ Ингушетии, поздравляем с этим замечательным юбилеем. Спасибо. Пожалуйста, включите ролик.
Вот уже 250 лет судьба ингушей неразрывно связана с Россией. Договор о единении с Российской империей был подписан ингушскими старейшинами в марте 1770 года. Заглянуть в эту эпоху вновь в Минкультуры пригласили всех 10 октября на обновленный стадион в Сундже. Средства на празднование годовщины были выделены президентом страны из резервного фонда. Часть из них пошли на концертную программу и реставрацию стадиона Дьякова в Сундже. Так выглядел стадион до реконструкции. Его состояние можно было назвать плачевным. В последний раз ремонт здесь проводили около 60 лет назад. За это время обветшали как трибуны, так и административный блок. А такими его увидели гости концерта. Здесь изменилось практически все. Открыли мероприятие экстремальным и зрелищным выступлением авиационной группы военно-воздушных сил России «Стрижи». 7 истребителей МиГ-29 демонстрируют фигуры высшего пилотажа. Вот в одиночном полете под руководством опытного пилота самолет выполняет один из самых известных и опасных трюков – колокол. Это фигура, при которой самолет переводится в вертикальное положение, а затем полностью застывает и начинает падать. Фигура колокол! На территории стадиона было организовано подворье, где представлены работы ингушских мастеров кузнечного, гончарного и ткацкого дела. Далее театрализованное представление артистов перенесло жителей на 2,5 века назад. Солнце восходит над землей ингушей, а символ народа орел постепенно исчезает в лучах солнца. На фоне виднеются боевые башни, во главе каждой из которых стоит старейшина. Далее на сцене показана баталия конных всадников дикой дивизии. А эта сцена уже показывает, как проходил сам процесс подписания соглашения единения Ингушетии с Россией. Большой праздник подразумевает присутствие больших гостей. Поздравить жителей республики приехал и помощник полпреда в СКФО Сергей Стариков. Он зачитал поздравления от президента страны Владимира Путина. Принимают поздравления жителей Ингушетии и от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Республика Ингушетия – самый молодой субъект Российской Федерации, но ее судьба 2,5 столетия неразрывно связана с Россией. Жителей республики поздравил и глава региона Махмуд Али Калиматов. Это событие, которое разделило историю ингушей на до и после. Мы всегда будем вместе. У нас общее прошлое. В единстве наше будущее. Россия, Ингушетия неразрывны. Ура! Третий час праздника – большой концерт, на котором выступили звезды ингушской, кавказской и российской эстрады. Открыли концерт национальными песнями. Поздравить с праздником приехали такие артисты, как Сергей Волчков, Тамара Гверцетели, Патимат Кагирова и Глюкоза. Торжественное мероприятие к годовщине единения продлилось более 4 часов и завершилось около 9 вечера. Вспоминать об этом грандиозном шоу «Стрижей» актеров театра и звезд эстрады будут еще долго. Спасибо большое. Вот мы тоже прикоснулись к этому празднику, как будто были его участниками. Ситуацию на дорогах республики можно смело охарактеризовать как неблагополучное. ДТП происходит чуть ли не ежедневно. Причины аварий все те же, ничего нового. Превышение скорости и беспорядочное маневрирование. Не отличаются дисциплины и сами пешеходы. Репортаж нашего корреспондента. Эти кадры с места аварии были зафиксированы камерой видеонаблюдения, расположенной на улице Асканова. В 8 утра сельское поселение Плиево на дорогах пусто. Что послужило причиной столкновения двух автотранспортных средств, непонятно, рассказывает Зара Ужахова. По факту ДТП, которое произошло в сельском поселении Плиево по улице Асканова, где водитель ВАЗ-2106, выехав на полосу встречного движения, встретился со встречным транспортным средством ВАЗ-2110, в результате чего водитель ВАЗ-2106 и пассажир ВАЗ-2110 были госпитализированы в РКБ города Назрань. Виновники каждого ДТП, по вине которого произошло ДТП, будут, конечно, нести наказание. И каждое ДТП расследуется для того, чтобы понять причины, условия, для того, чтобы провести более глубокий анализ, в связи с чем провести нам дополнительную работу, профилактические рейды, направленные на безопасность дорожного движения и, конечно же, на снижение аварийности на дорогах.
Везение по-другому не назовешь, глядя на эти кадры. Автомобиль несется на высокой скорости, игнорируя правила ПДД. По словам Зары Ужаховой, аварийная ситуация в регионе за последнее время заметно ухудшилась. Все больше на дорогах республики наблюдается беспорядочное маневрирование, безответственность и явное несоблюдение требований безопасности своей и окружающих. Остаются игнорированными и призывы сотрудников ГИБДД не превышать скорость, пристегивать ремень, который существенно снижает вероятность смертельной травмы при экстренном торможении либо резких маневрах. В Республике Ингушетия на сегодняшний день зарегистрировано 157 дорожно-транспортных происшествий. К сожалению, 49 человек погибло и 288 человек получили ранения различной степени тяжести. Говорить о том, что состояние с аварийностью в республике улучшается, мы пока не можем, так как аварии происходят ежедневно практически. К сожалению, у нас гибнут и количество жизней людей. У нас проводятся ночные и утренние рейдовые мероприятия по выявлению нарушений. Также у нас проходит в республике месяц безопасности дорожного движения, в рамках которого у нас не только проводятся рейдовые мероприятия, но и профилактическая работа с населением. Мы и доносим до сознания граждан о том, что нужно соблюдать правила дорожного движения, неукоснительно их пользоваться ними, и также понимать, что все-таки безопасность на дороге зависит от каждого жителя. Несоблюдение правил дорожного движения – это в первую очередь неуважение к другим автомобилистам, рассказывает Зелимхан Божев. За 20 лет вождения он не раз был очевидцем аварийных ситуаций. Отмечает, что часто сами пешеходы создают опасную ситуацию, переходя дорогу в неположенном месте. Знаки жавы, масна, пешеходы, переходы живень, атто хайж латвейны. Атто ичи, водитель атто был без на хотя бы правила соблюдать дива ваши. Поворотник хасак, пропускать диви, шиму лахам атто хайж матвейн, бас шиму вачар эдл. Сельский там мотик жо мотики, что техло мотик, что освещение кезь дух, ёлу жьёт шхул, эти скорость убавить ди там 60 ош, кезь ляво счёт гави, расположение мотики шхул дух сханится уже. Обращаясь в частности к родителям, чьи несовершеннолетние дети могут бесконтрольно прогуливаться в темное время суток, сотрудники госавтоинспекции призывают обратить внимание на тот факт, что именно дети по статистике представляют самую незащищенную категорию. Также рекомендуют использовать в их одежде цветоотражающие элементы. Зелимхан Калоев, Адам Мережков, Адам Далаков, Новости 24. В Нижних Ачелуках из-за порыва трубы образовалась яма. Проблеме уже больше года. Мини-водоем облюбовали уточки, за ними норовят окунуться и дети, что, конечно, небезопасно. Надо менять трубы, которые не выдерживают напора, но средств на эти работы администрация села изыскать не может. Продолжит Амина Бокова. Очередной порыв трубы и переполненная яма. Уже по традиции утро жителей одной из улиц Нижних Ачелков начинается с откачки воды. Больше года назад здесь вышли из строя трубы, установленные еще в 70-х годах. С тех пор сельчане обращаются во всевозможные инстанции. Это администрация района, села, водоканал. Далее по схеме. Приезжает эскаватор, специалисты трубы ремонтируют. Буквально через 2 дня новый порыв и переполненная яма. Они говорят, у нас нет трубы заменить. Они колышки деревянные, делают то, что в их возможности. С большой возможностью хадуцар. Но эти колышками это тут не обходится ничего. Вот как вы видите, яма 6 на 4 яма. Почти 2 метра глубиной. Переполненная яма представляет серьезную опасность, в первую очередь для самых маленьких жителей села. На этой улице проживает 14 детей, рассказывает Роза Костоева. Уследить за каждым практически невозможно. Тем более, что образовавшийся водоем стал излюбленным местом отдыха для гусей и уток. Так что детей от мини-озера порой приходится буквально оттаскивать. Береж ардал, царква бережде, дехква бережде, сондарик хичудвах, ско сбах абожи, ток ба абожи, абежас ток ясиш алиги фадидисвах. Алхамдулилlah, тхбех бис. 10 метров трубы местные жители уже проложили за свой счет. Но и это не помогло. Порыв произошел на другом конце трубы, который заменить не удалось. По словам представителей водоканала, отремонтированные трубы не выдерживают высокого давления воды. А если давать напор ниже, то сельчанам вода не будет поступать и вовсе. Менять нужно всю водопроводную систему. И заниматься этим должны местные власти, говорят в водоканале. Техника вот подошла от водоканала, техника вот, газель тоже от водоканала. А средства для того, чтобы менять трубы, это уже администрация района.
Мы только ремонтируем. Представители администрации села не отрицают, трубы нужно менять. Но в бюджете на решение этой проблемы средства не заложены. Нам деньги на это не выделяют, трубы тоже не выделяют. Мы стараемся, чтобы решить этот вопрос своими силами. Мы заявку подаем каждый конец года, мы подаем заявку на следующий год. Все, бюджет 0. Обещали по линии Минсельхоза заменить вот эти трубы. Уже приехали, проект сделали, все, но когда будет, неизвестно. В администрации Малгобекского района подтвердили, проблема ветхих труб стоит остро. И не только в Нижних Ачулках, но и в ряде населенных пунктах района. Так что ремонтировать и менять их приходится в рамках очередности. Правда, вот финансовых возможностей у администрации района на это нет. Мы около 6 миллионов задолжали Ингушский регион водоканалу по этой работе. И на сегодняшний день они неоднократно обратились в администрацию района с просьбой оплатить вот эти средства. У нас их нет, мы неоднократно там им отвечали, что по ликвидации этих порывов при первой возможности, что мы оплатим. Ответ местных властей жителей не устраивает. Проблему нужно решать не словами, а делом. На сегодняшний день вся надежда сельчан на региональный Минсельхоз. Но сроки решения вопроса до сих пор размыты. Амина Бокова, Магомед Белакеев, Новости 24. Прокуратура Назрановского района в ходе мониторинга выявила 40 сайтов, на которых пользователям предоставлялась возможность получить фальшивые документы об образовании на бланках государственного образца. Напомню, незаконное приобретение или сбыт официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, а также подделка официального документа в целях его использования, является преступлением. В связи с этим Магазский районный суд удовлетворил требования прокуратуры и заблокировал доступ ко всем сайтам. «Твори добро». Эстафета заразительная и созидательная. В селении Яндыре жители улицы Набережной своими силами решили отстроить новый мост. От старого оставили только конструкцию. Недолго думая, принялись за работу. О результатах в репортаже Хавы Гагиевой. Настоящий символ дружбы и уважения к труду предков. Рабочий процесс на мосту кипит не с утра до вечера, как принято, а наоборот. Ведь в будние дни все на работе. А вот Микаил Даурбеков проводит здесь все свое время. К слову, он один из инициаторов идеи. صح كورها دول دولت وزقتوا كيار ديال أخير من خداع ديالش على سبي ستوي مستك إذا ما خد شحنا حميس ديالش مستي دواكر تخيالش لوشو ديالش يدوح ماتيريال وش بيتون بريتا لوش تورب لوش متك ليلاوة أرماتوري يعني تكون где-то 70 штук арматуры, а у моста 25. 20 железобетонных плит, 12-метровые трубы и крепкие руки местных жителей. Работа действительно тяжелая в прямом и переносном смысле. Весит пролет более 50 тонн. Новость о строительстве моста разлетелась быстро, и желающих принять участие в благом деле оказалось немало. От старой конструкции тут осталась только основа. Sen mel dağı buluş, dağı hayakırak. İşte satır dağı da şerde, hadak da usilit da, hadat da most. Диз действительно документ чекал азяхтева документ ухож мотиги. Особенно преобразование Мрат Усман Ужахов. Он живет в Яндыре с 1957 года. Его дом как раз поблизости. Ремонт связующего звена ждал давно. Говорит, что теперь передвигаться в этом месте будет безопаснее и комфортнее. Может возобновить вечерние прогулки. Я асфальт батхан вообще передайн бадер уютный. Ханже дел возле дел вахлур. От мохауса ухамын. Хану хавят. Я асфальт абла парус. Ход абла хад машины да ахишон ги озолда. Первый мост был построен еще в 80-е годы. Выдерживал он любую технику, но со временем переправа обветшала. 2 года назад местные жители совместными усилиями построили новый. Однако из-за своего расположения между федеральной и внутренней трассами одной стороны было мало. Поэтому для автолюбителя открытие моста также станет приятным подарком. خلمدي بيرش ماشين دا توب دوق بيرش مدي وس حلا يخش هذه شقي حد لا جوخ برغتاي دوقري برغتاي تخونات دا صار دول دا سي دول تخر مسني وز ما واچن.
Строительство моста объединило местных жителей. Желание преобразить территорию подхватил практически каждый. И все это переросло в марафон добра. А для благого дела особые дни не нужны. Был бы повод. Сейчас основной фронт работ завершен на 90%. Осталось всего лишь выровнять и заасфальтировать дорогу. И уже после мост будет готов к открытию. Хава Гагиева, Магомед Дидигов, Новости 24. Продолжается реализация проекта «Мечта ветерана», стартовавшего в феврале в преддверии 75-й годовщины празднования Великой Победы. Все желающие могут рассказать о подвигах ветеранов ВОВ, о больших и маленьких несбывшихся мечтах защитников Отечества, а также помочь блокадникам, труженикам тыла и ветеранам-фронтовикам осуществить их заветные желания. Акция проходит во всех регионах России и направлена на патриотическую работу с молодежью, также на реализацию государственной политики в сфере социальной защиты и помощи ветеранам. 150 лет назад родился поэт, писатель, переводчик и первый лауреат Нобелевской премии по литературе Иван Алексеевич Бунин. В честь юбилейной даты в Ингушской национальной библиотеке провели читательскую конференцию. Говорили о том, какую роль в творчестве этого классика занимал ислам. В рамках мероприятия с докладами выступили научные деятели, студенты и религиозные деятели. Диана Дударова расскажет. Он писал, что не принадлежит ни к одной литературной школе, не считал себя ни символистом, ни романтиком, ни реалистом. Его творчество действительно оказалось за пределами Серебряного века. Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения писателя, чьи произведения получили всемирное признание и стали классикой. Глубокий интерес у Бунина вызывал ислам. И ни у кого из русских поэтов не было больше мусульманских стихов, чем у Ивана Алексеевича. Русский перевод Корана был для него одной из самых необходимых и постоянно читаемых книг. Теме ислама в творчестве Бунина Национальная библиотека посвятила сегодняшнюю встречу. Мы все знаем подражание Корану Пушкина, но не все знают, что Бунин тоже уделял внимание восточной теме. Читательская конференция объединила людей, которые не раз соприкасались с произведениями и биографией поэта. Это и научные деятели, преподаватели, студенты филфака и просто почитатели творчества Бунина. Преподаватель ИНГУ Танзила Горчханова в своем выступлении рассказывает о коранической тематике в лирике Бунина. Отмечает, что писатель изучал культуру многих восточных стран, не только мусульманских. Отмечает, что писатель изучал культуру многих восточных стран, не только мусульманских. В Востоке видел будущее, а его интерес к исламу считает вполне оправданным. Бунин не просто так интересовался. Это не была дань некой моде, что вот Байрон написал, и я напишу, Пушкин написал, и я напишу. Нет, тут другого порядка интерес, гораздо выше и глубже. Ему нужно было понять смысл человеческого существования вообще, и он искал ответы на свои вопросы в различных религиях. Иван Алексеевич всю жизнь возил с собой в дорожном чемоданчике перевод Корана. Однако источником восточных стихов стала не только эта священная книга. Тема ислама в творчестве писателя интересуются и студенты университета. Опираясь на биографию писателя, отмечают, исламские страны его манили всегда. А строки, рождавшиеся в поездках, передавали отношение Бунина к мусульманам и понимание религии. Мы знаем, что все суры в Коране, кроме суры Тауба, начинаются со слов «Во имя Аллаха, милостивого и милосердного». Вот во имя Аллаха, во имя Бога и пророка, первая строчка. В этих строчках выражается все уважение не только к Всевышнему Аллаху, но и к пророку. Бунин был многогранной личностью. Родился 22 октября 1870 году в Воронеже в дворянской семье. Писать начал с малых лет, всей душой любил поэзию. Особенность бунинских стихов заметили с выходом в 1901 году поэтического сборника «Листопад». Любил путешествовать, учил иностранные языки, занимался благотворительностью. Эмигрировал из России в 1920 году в Турцию, позже во Францию и продолжал поддерживать свой литературный стиль. В 1933-м стал первым русским нобелевским лауреатом по литературе. Фатима Нальгиева признается, что на этой встрече писатель открылся ей с новой стороны. И все же рассказы Бунина нравятся больше, чем поэзия. Особенно мне запомнился цикл «Темные аллеи». Там в основном тема любви, тема России прослеживается. Пишет он очень хорошо. Раскрывает тему любви с разных сторон. Есть тема взаимная, есть любовь взаимная, есть любовь безответная, любовь, которая не может, когда любящие люди, они могут соединиться чисто из-за статуса, из-за положения в обществе. Вот он с разных сторон раскрывает тему любви. Интерес Бунина к Востоку мусульманам впечатляет и религиозных деятелей. Сегодня на встрече отмечают, что, будучи приверженцем другой религии, у писателя были серьезные знания ислама. Хороший смысл, что
Вусу тоже вечер хандо сведен ist. Es hört von сравнение шли. Цан хандо цан ist хантах кад вечер хантох кацис. Выбор хадиша одиша шамбареш мбай. А там возможность масняр мизден амдия. Читательскую конференцию проводят в честь 150-летия со дня рождения писателя. Это первое мероприятие, которое посвящают творчеству Бунина в стенах Национальной библиотеки. Ну а читатели могут еще в течение недели поближе познакомиться с лирикой поэта. В библиотеке у нас проходит выставка, посвященная этой дате, на которой представлены материалы жизни и творчества Ивана Бунина. Приглашаем всех желающих посетить данную выставку. Писателю были дороги и понятны гордость и достоинство мусульман. И до конца своих дней он сохранял глубоко уважительное отношение к исламу. Октябрьская революция навсегда изменила его судьбу. Остаток жизни он провел на Западе. Тем не менее, всегда тосковал по России, но так и не вернулся. Диана Дударова, Адам Далаков, Новости 24. Журналистов НТРК Ингушетии отметили благодарственными письмами от председателя Всероссийского общественного движения «Матери России» Валентины Петренко. Весной коллектив, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом в регионе и угрозу жизни для здоровья, непрерывно работали и освещали самые последние события из жизни республики. Предостерегали и информировали жителей о ситуации с ковидом, что, впрочем, продолжают делать и сейчас. Награды коллективу национального вручили председатель регионального отделения «Матери России» Лейла Мирханова и народный художник Ингушетии Муса Мартазанов. Я знаю, что многие из вас болели, перенесли эту болезнь, кто-то очень долго не уходил. И я, конечно, благодарна вашему руководителю за то, что она подала списки. И Валентина Александровна, председатель Всероссийского общественного движения, она отреагировала. От всего сердца благодарю вас за то, что в это тяжелейшее время, когда Россия борется с пандемией коронавируса, вы, следуя зову своей души, приходите на помощь людям, попавшим сегодня в непростую жизненную ситуацию. Вы, не жалея своего здоровья, сил и времени, приходите на помощь и помогаете людям. Низкий вам поклон за вашу деятельность, за ваши труды, за искреннюю заботу о людях. В рамках проекта «Свидание с Россией» состоялся первый международный онлайн-урок географии, посвященный 200-летию открытия Антарктиды, экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева. Он организован при поддержке Фонда президентских грантов, Русского географического общества, Минпросвещения, а также Российского союза ветеранов. В Назрановской гимназии побывала Хава Газикова. Холодильник Земли, белый материк, шестой континент. Как только не называют Антарктиду, чего только стоят места, именуемые сухими долинами. Климат схож с природными условиями Марса, поэтому в долинах проводят испытания с помощью спускаемых космических аппаратов для Красной планеты. О таких интересных фактах и не только рассказывают ученикам Назрановской гимназии участники проекта. Среди них есть даже люди, посвятившие практически всю свою жизнь Антарктиде. Так что скучным урок точно не назовешь. Где нет ни промышленности, ни сельского хозяйства, ни железных, ни автомобильных дорог. И нет военных баз. Здесь не производятся ядерные взрывы, не захороняются радиоактивные отходы. Об истории великого географического открытия и о том, что происходит на антарктических научных станциях сегодня. О современных полярниках, летчиках, которые, рискуя жизнью, летают на белый материк в любую погоду. Семиклассники слушают с нескрываемым интересом. Среди них и Ислам Аушев. На данном уроке мне было очень интересно. Интереснее, чем на самых обычных уроках географии. Там я узнал много нового. Очень познавательно, интересно. Коротко, ясно. А еще узнал, что самая низкая температура, достигшая Антарктиды в Антарктиде, это было 89 градусов. И что Антарктида является самым сухим материком, даже суше, чем Сахара. Познают географию материка ребята и через исторические фильмы. Ученики также смогли задать свои вопросы специалистам в прямом эфире. От этого урок больше напоминал беседу, и дети лучше усваивали информацию. Какие перемены прогнозируются в Антарктиде и что сегодня предвещает эти перемены? Когда говорят об Антарктиде, то чаще всего употребляют слова «самый» и «единственный». Самая низкая температура, единственный материк, на котором нет ни городов, ни сел. Полезным урок оказался и для учительницы, которая отметила для себя методы преподавания. Очень познавательный. Встреча с полярниками, которые
очень долгое время, несколько даже десятилетий работали в Антарктиде, в этих очень суровых условиях, где приходилось не просто работать, а выживать. Это действительно очень интересный, очень таинственный материк. Такой международный онлайн-урок географии в России проходит впервые. Принимают участие в проекте, начиная от Минпросвещения и заканчивая Российским союзом ветеранов. Военное воспитание, да, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Почему? Потому что непосредственно герои, которые открывали Арктику, они могут сказать, да, объяснить детям, откуда начинаются наши границы, где заканчиваются, что, как открывали, как это все происходило. Подобного рода онлайн-занятия проводил Российский союз ветеранов в начале сентября. Тогда охват был с численностью в 5 миллионов человек. Хава Газикова, Адам Далаков, Исмаил Муцольгов. Новости 24. Ингушские боксеры завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали на всероссийском турнире по боксу класса А среди мужчин. Соревнования прошли в Грозном. В них приняли участие 77 мастеров кожаных перчаток из различных регионов России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. Идрис Ижиев расскажет подробно. Шквал ударов ингушского боксера буквально сотрясает соперника. Мавсар Плиев с первого боя дал понять всем, что на турнире намерен завоевать только золото. Каждая схватка не только приносила победу, но и закаляла бойца перед финальным выступлением. На этом турнире я провел 3 боя, 3 одержал явное преимущество. Первый соперник с Чеченской был, местный, а второй с Питера. А финальный бой тоже с местными боксировал, и я выиграл. Самое лучшее, помимо этого первого места, я выполнил норматив мастер спорта России. Ильяс Альтимиров, выступавший в весе 91 килограмм, начал свой бой очень хорошо. Комбинируя и двигаясь по всему рингу, он планомерно шел к финалу. Однако в середине боя соперник смог перехватить инициативу, набрав большее количество очков. В итоге бронза. Я стал призером данного турнира. Чуть-чуть, как я уже сказал, из-за пандемии мы недавно только вышли из последнего этапа. Подготовка была хорошая, но не полноценная, так скажем, да. Вот, чуть-чуть функционально не хватило. Я боксировал с местным парнем из Чечни. Он был опытный боец. Ну, чуть-чуть функционалки, физика функционально не хватило. Всего на турнире в Чеченской Республике призовых мест удостоились 6 ингушских боксеров. В тренерском штабе довольны выступлениями своих подопечных. Клуб «Гелия» давно зарекомендовал себя школой настоящих чемпионов. С этого клуба «Гелия» очень много мастеров вышли, мастеров спорта международного класса вышли. Поэтому мы сейчас уже начинаем подводить ребят уже профессиональной деятельности, налаживаем контакты с некоторыми промоутерскими компаниями. Я думаю, что у нас это получится. И главное, чтобы были спортсмены, боксеры. В интернете велась трансляция турнира. Все ребята болели за одноклубников. Подобные поединки – отличный стимул для подрастающих файтеров. Спортсмены же поддержки сделают. Тренировки в будущем тоже соревноваться. Трудик выступить, болеть лидер. Тренироваться в будущем, Сохо будет чемпион. Сейчас боксерам предоставили отдых для восстановления сил. Через несколько дней они снова приступят к тренировкам. Файтеры и тренерский штаб уже проанализировали все ошибки и подготовили программу занятий. Таким образом, чтобы в следующий раз выйти на ринг в ранге безоговорочных фаворитов. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.